Пресс-конференция министра предпринимательства наделала много шума, со всеми нарушениями разберутся соответствующие органы. Но данные говорят о том, что предыдущая работа ведомства все-таки особых реальных результатов для экономики Якутии не дала. И выступление министра, по нашему мнению, направлено на одно: давайте делать реальные дела, а не осваивать государственные деньги. Прокуратура Якутии выявила ряд нарушений, связанных со сроками сдачи отчетности частными партнерами при реализации инвестпроектов, с нецелевым использованием средств субсидий, а также нарушением в бюджетном законодательстве. Я считаю, что в принципе любые средства, которые поступают из бюджета, должны расходоваться эффективно. Будь то 1000 рублей, будь то 1,5 миллиона рублей. Также у нас на сегодняшний день выявлен такой же факт, похожий факт нецелевого расходования в Центре кластерного развития Якутия, но там не было представлено документов, подтверждающих расходы. В принципе, вторая сторона, те, кому были уплачены деньги, подтверждает, что были они затрачены целевым способом, но, к сожалению, ни документов, ни каких-то платежных документов мы не смогли представить прокуратуре. Например, при получении субсидий администрации Алекминского и Амгинского районов не предоставили полный пакет требуемых документов. Нарушались ими также сроки предоставления отчетов. Тем не менее, субсидии им были предоставлены бывшим Мининвестом, правопреемником которого сейчас является Минпред. Прокуратура также проверила выполнение госпрограммы по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Якутии на 2012-2019 годы. 9 районам, в том числе городу Якутску, были выделены средства на создание туристических комплексов. Здесь также выявлены нарушения по срокам сдачи отчетов. В Верхоянском районе и вовсе обнаружили нецелевое использование средств. Не лучшим образом обстоят дела с туристско-рекреационным кластером «Северная мозаика». Особая туристско-рекреационная зона «Северный мир» находится на удалении 33 километра от центра города Якутска, в одном из наиболее живописных мест на границе двух долин реки Лена – Туймада и Эркиани, в местности Табагинский мыс. Круглогодичный горнолыжный комплекс на Вечной мерзлоте. Крытые горнолыжные комплексы уже существуют в мировой практике, но нет ни одного, который бы использовал в качестве своих холодильных установок естественный холод вечной мерзлоты. В этом плане проектируемый в особой туристско-рекреационной зоне «Северный мир» комплекс не имеет аналогов и будет вызывать повышенный интерес у туристов. Проект рассчитан на 150 человек одновременного нахождения на трассе и будет предназначен для новичков или людей, обладающих минимальными навыками катания на лыжах, сноубордах. И в целом комплекс за 12-часовой рабочий день посетит 600 человек. Прогнозируемая среднегодовая загрузка комплекса составит 60% с учетом месяцев низкого сезона. Подземный туристский комплекс «Мир вечной мерзлоты». Проект, не имеющий мировых аналогов, будет рассчитан на широкий круг туристов. Предполагается, что он будет включать в себя как научно-познавательные объекты, так и развлекательные. Залы ледовых скульптур, ледяной бар, ледяную гостиницу, ледовую мастерскую и другие объекты. Проект «Всемирный центр Мамонта» рассматривается как национальный музей и международный научно-исследовательский комплекс. Расчетное максимальное количество посетителей в день – 400 человек. «Северная мозаика» – этнографический комплекс, представляющий материальную и нематериальную культуру северных народов всего мира, объединяемых понятием «циркумполярная цивилизация», как многонациональных сообществ, тысячелетиями адаптированных к проживанию в экстремальных условиях Севера. Значительная часть экспозиции этнокультурного комплекса, в отличие от любой музейной, будет доступна для любого посетителя, который может принимать непосредственное участие в традиционных производствах или в проводимых мероприятиях. Историко-архитектурный комплекс «Городские усадьбы» рассматривается как памятник русской старины, связанный с освоением Севера, а также станет уникальной интерактивной экспозицией памятников истории, архитектуры и этнографии XVIII-XX веков. Парк развлечений и аттракционов. Как показывает мировая практика, большое значение для роста туристского потока, кроме познавательной роли, имеет значение комплекса как места для активного отдыха и развлечений. В этой связи в особой туристско-рекреационной зоне «Северный мир» предусматривается широкий спектр развлекательных возможностей, объектов показа и оздоровительного комплекса в течение всего года.
Парк развлечений. Такие аттракционы, как подъемы на воздушном шаре, маршруты на квадроциклах, снегоходах, лыжные маршруты, организация подледной рыбалки, катание на лошадях, конные маршруты, летний аквапарк с пляжем, крытый аквапарк, который актуален для северного региона, и многие другие элементы активного отдыха. Приглашаем вас стать партнерами и друзьями особой туристско-рекреационной зоны «Северный мир». И что сегодня здесь есть? Ну, как сказать, вот трасса идет, Норвежский парк. Вот это вот детская, как бы подготовочная для детей. А сколько там лет-то может? Это вот летом они здесь... Да, маленький может, ребятишки до 5 лет. А там идет, оттуда вон, пошла взрослая трасса. Вот это. Пока единственный действующий в летнее время объект, да? Пока что да. В будущем получается у нас, что у нас множество недовершенных строительств. Это получается, эти строительства строились в 2017 году. Должны были закончиться в 2018 году, но то есть инвестор не выполнил свои обязательства в большей части. Сейчас приказом министерства создана комиссия, которая займется проверкой факта нецелевого использования средств. Я с удовольствием прорекламирую сейчас северную мозаику, потому что этот проект, может быть, и был какое-то время неперспективным, но на сегодняшний день там есть вся инфраструктура, и мы, как Министерство предпринимательства, готовы и призываем приходить к нам в отдел туризма, можно лично ко мне на прием со своими идеями, предложениями, проектами, которые мы, если они имеют действительно перспективу, сейчас мы более тщательно подходим к тому, на что мы можем выдать те же самые льготные кредиты. То есть на развитие туризма конкретно деньги действительно не выделены. Но мы же не умаляем наши институты развития поддержки предпринимательства, которые у нас в сегодняшний день есть. Вы можете получить бизнес-образование в институтах поддержки Министерства предпринимательства. Вы можете получить услуги по бизнес-планированию. Вам могут на сегодняшний день предоставить льготный кредит. Есть достаточно много мер поддержки. Скоро мы их соберем все в одном месте, да, то есть будет центр оказания услуг, где будут представлены вообще все институты. А мы хотим собрать все это в одном месте, чтобы предпринимателю было удобно.